Сегодня у нас в гостях Лейла Таня, генеральный директор Абхазского агентства Черноморского Кавказского развития, Леон Кварча, исполняющий обязанности замминистра экономики, Беслан Цвинария, депутат парламента. Ну, вы знаете, меня вообще с самого начала как-то удивило то, что так много говорится о реформах, о перспективах развития нашего государства. И приводится в пример разного рода государства, которые добились какого-то успеха. Вот. И вместе с тем все эти государства, они добивались успеха, когда у них были ясные, четкие, понятные программы стратегического развития. Вот одно из таких самых часто упоминающих имен — это Ли Куан Ю из Сингапура, который написал замечательную книгу «Из третьего мира в первый». Да, это был такой вообще настолько такой убедительный и показательный пример, что многие теперь ставят его, этот пример Сингапура, как вообще модель будущего. Вы знаете, но я хочу вот начать с цитаты, которую в отношении этого выдающегося, конечно, экономиста и политика вообще, да, сказала Маргарет Тэтчер. Она, конечно, читала все его произведения, слушала и анализировала каждую его речь, как она говорит. И вот она отзывается о нем так. Он умел развеять пропагандистский туман и с уникальной ясностью высказать свои взгляды на основные проблемы современности и пути их решения. Он ни разу не ошибся. Это вот ее замечание. Меня очень, знаете, тронула вот такая цитата. Это во-первых. А во-вторых, конечно же, вот это определение: он умел развеять пропагандистский туман. Знаете, в эпоху перемен, конечно же, происходит очень много всякого рода предложений по отношению того или иного пути развития, и иногда они носят такой пропагандистский характер. Люди начинают верить в ту конструкцию, которую они придумали, но она нереальна, а потом ее как-то пропагандировать. Ну, что я хочу сказать вот с самого начала, какой задать вам вопрос? Вообще, для того, чтобы ясность была у наших телезрителей, и у меня тоже, я особенно вот в программах не разбираюсь. И мне хотелось бы все-таки, чтобы мы с самого начала определили следующее. Что мы подразумеваем вообще вот под понятием программы стратегического развития? Предоставим слово даме. Вообще, наверное, этичнее было бы мужчинам начинать. Ну, как Лейла скажет. На самом деле, мне кажется, очень актуальна эта тема. Наше видение того, вообще, что из себя представляет стратегическая программа или стратегия, тем более, что постоянно мы слышим иногда в качестве похвалы, иногда в качестве упрека тезисы о том, что у тех или иных лидеров или у тех или иных партий нет стратегических программ, нет программ развития. И я думаю, что на самом деле это очень актуальная тема. Все знают, наверное, что подразумевается вообще под самим термином стратегия. Это некий такой общий план, ориентированный на определенную долгосрочную перспективу, в котором ставятся определенные цели, опять же, долгосрочные или среднесрочные, в зависимости от временного промежутка, на который рассчитана эта стратегия. И этот план предполагает, что также должны быть выработаны тактические шаги и тактические инструменты для того, чтобы были достигнуты цели в рамках стратегической программы. Вообще, понятие стратегии, оно может быть очень, мне кажется, широким, когда речь идет вообще о государственной стратегии, о национальной стратегии развития, и тогда речь идет о комплексной стратегии, которая вмещает в себя и отраслевые стратегии, и стратегии, связанные с какими-то узкими секторами в жизни государства. Вот. И все эти стратегии, конечно, должны иметь место. Более того, мы знаем, что даже когда речь идет о каких-то конкретных фирмах или конкретных бизнес-структурах или, скажем, каких-то образовательных учреждениях, там тоже мы используем термин «стратегия».
Поэтому вот мне кажется, что когда мы говорим о стратегии в широком смысле слова, мне кажется, вообще целью такой вот комплексной, глубокой стратегии государства должен быть поставлен вообще человек, а поскольку человек – это существо социальное и общественное, то это значит социум, народ, который проживает на территории того государства, которое призвано реализовать все цели, желания, потребности как от отдельного индивидуума, так и общества в целом. Понятно. Скажите мне, вот я сейчас с ваших слов очень хорошо понял, что такая стратегическая программа необходима. Объясните мне, пожалуйста, а в чем дело? Почему у нас такой стратегической программы до сих пор нету, не выработано и вообще как-то в этом направлении буксует наша мысль? Кому обращаешься? Если ко мне обращаетесь, то... А вы сами решаете. Да, Я на вас равноценно посмотрел. Ну, понятно. Я не знаю, по старшинству или... Если позволите, тогда я так попробую вкратце рассказать. Ну, дело в том, что на самом деле в настоящий момент подобная программа готовится. Она готовится в Центре стратегических исследований по заказу, по прямому поручению Кабинета министров Республики Абхазия. Но дело в том, что, понятно, что мы сейчас находимся в такое время, когда людям нужны сиюминутные результаты прямо здесь и сейчас. К большому сожалению, такой важный и веский документ, как программа социально-экономического развития, она не может быть написана на коленках и там за 2-3 месяца. Дело в том, что ей предшествует достаточно серьезная подготовительная работа в виде глубокого анализа вообще имеющейся ситуации в республике. Да? Это и сбор статистической информации, это сбор социологической информации, это ее обработка, это анализ, выявление сильных, слабых сторон. Это все занимает определенное время для того, чтобы все это выполнить на качественном уровне. В ближайшее время будут видны результаты очередного этапа этой работы. И будет более подробная презентация, на которой расскажу, что было проделано. Но в настоящий момент, действительно, да, мы пока какого-то документа мы не видим, но опять-таки это не потому, что ничего нет, а просто потому, что люди работают добросовестно, достаточно вдумчиво, то есть не авось, а бы как сделать, да, хотят подготовить качественный документ. Кстати говоря, Центр стратегических исследований, они достаточно, как вы сказали, и добросовестно, и очень подробно они сейчас проводят работу и действительно ведут эту необходимую для нас реальную статистику, на основании которой можно будет делать уже какие-то программы. Но, знаете, я все-таки что хотел вас спросить. До сих пор ее нету, государство живет. Не говорит ли о том, что, в общем-то, можно как-то обходиться и без этой программы? Мы несколько лет, по-моему, жили без этой программы. Я тоже пару слов добавлю к этому. Я вполне разделяю, конечно, то, что сказала уважаемая Лейла Ильон. На самом деле здесь не только необходимо изучение статистических данных и его обработка. Я думаю, здесь еще и необходимы исследования, научные исследования. Это ведь делается для человека и для положения нашего государства в международном мире, потом направлено на то, что будет из себя представлять народ. Когда говоришь о народе, там возникают много-много факторов, проблемы демографии, языка, численности, трудовых ресурсов и так далее. И без таких серьезных исследований, мне кажется, невозможно сделать будет программу стратегического развития. Почему? Потому что мы должны будем в этом вопросе и прогнозировать, каким мы можем результатам прийти на определенный промежуток времени, если мы пытаемся выстроить стратегию. На самом деле она предполагает длительный какой-то промежуток времени планирования. И каким результатом мы можем выйти и каким бы мы хотели желаемым результатом прийти. Это, вы знаете, будет следующий вопрос, когда мы будем говорить все-таки, хотя Лейла уже кое-чего ответила. Я сейчас над ваш вопрос тоже попытаюсь одновременно, если можно. Да? Предыдущая власть, когда послание президента парламенту, бюджетные послания, когда
озвучивались, направлялись, то тогда посыл основной заключался в том, что нам не нужны никакие стратегические программы. Нам как бы стратегический партнер у нас есть, и мы ему благодарны, он нам оказывает помощь, оказывал и дальше будет оказывать помощь. В этом смысле мы имеем свои собственные мини-программы, но они больше были такого инфраструктурного направления, инфраструктурные проекты. То есть в тот момент был вектор такого развития. Но сегодня вот нынешнее время показывает, что без как бы стратегического планирования, выстраивания, в том числе и тактических каких-то путей решения этих задач, мы будем топтаться на месте, и у нас будут проблемы дальше как бы еще больше и больше возникать, и очень сложно будет их преодолевать. Можно продолжить тему стратегического планирования? Вы знаете, что как раз вот я по этому поводу и хотел вам задать вопрос. Я бы хотел, чтобы вы и мне, и нашим телезрителям тоже объяснили, что может или должно лежать в основе стратегии, какие принципы, какие цели вообще преследует программа стратегического развития. Ну вот я уже сказала, что вот с моей точки зрения, это не только моя точка зрения, да, в основе любой стратегии должен лежать вот человек, его потребности, его желания, да, его возможность реализации его потенциала, ну, поскольку человек существо общественное, социальное, мы, как правило, имеем в виду определенные социальные группы, этнические и в целом народ, который проживает на территории данного государства. И в этом смысле, вот, когда мы говорим, например, о концепции национальной безопасности, ведь мы тоже во главу угла, развивая такую концепцию, планируя ее, мы тоже ставим, в общем-то, человека и народа, потому что мы думаем о том, как обеспечить безопасность каждого конкретного индивидуума и народа. Вот, то есть безопасность это первое. Когда мы говорим, например, о стратегии социально-экономического развития, мы ведь тоже думаем прежде всего, как реализовать потребности определенных групп населения. И вот очень часто мы говорим о поддержке малого и среднего бизнеса. Особенно вот я, например, очень поддерживаю тот факт, что в последнее время мы все время слышим и от Министерства экономики, и от президента вот этот акцент на малом и среднем бизнесе. Это очень важно, потому что это человеческий подход. Это подход, который позволяет удовлетворить нужды большого количества людей, а не какой-то узкой группы, как это может быть бывало в какие-то другие исторические промежутки. И поэтому, вот, когда мы говорим о планировании стратегическом, мы всегда, мне кажется, должны иметь в виду, во-первых, взаимосвязь разных отраслевых стратегий. Вот мы, например, для себя поняли уже давно, что стратегия внешнеполитической, например, нашей деятельности заключается в том, что мы должны добиваться мы должны были добиваться независимости, мы ее добились, а теперь мы должны укрепить эту независимость, именно потому, что только в условиях независимого государства мы можем обеспечить безопасность нашего народа, первое, и людей конкретных, и мы можем обеспечить их экономические, культурные и разные другие потребности. То есть вот основа, скажем, и внешнеполитической концепции. Почему нам так нужна независимость? Вот. И еще очень важный момент. Мы должны всегда оценивать риски и угрозы. И в этом смысле мы понимаем, что слишком высокие были риски для Абхазии и абхазского народа, чтобы отказаться от идеи независимости. Только идея независимого государства позволила нам нивелировать вот эти риски, которые имелись именно для существования самого народа. А вот что касается стратегического планирования, мне кажется, знаете, вот чего нам недостает, вот, когда мы говорим о планировании. Я в курсе вот социально-экономической программы, которую готовит Центр стратегических исследований. Несколько раз была и на презентации, их работы видела. И вот мне, например, очень нравится их подход в том плане, что они
вначале диагностируют ситуацию, то есть они делают определенный такой вот диагноз, и мне кажется, сейчас еще этап диагностики, для того, чтобы уже, отталкиваясь от этапа диагностики, идти вперед. Это абсолютно логичный подход. И мне кажется, вот чего я не услышала пока еще, очень много критики к тому, как, например, планировалось расходование помощи в рамках комплексного плана. Ну, много было претензий к тому, кто-то говорил, что вот зря тратилось столько денег на социальные, культурные проекты, а кто-то говорил, но наши люди хотят жить сегодня, им это нужно, и детские сады и так далее. Мне кажется, все-таки основная проблема заключалась в том, как мы тратили те ресурсы, которые у нас были до этого, в сравнении с тем, как мы планируем тратить вот сейчас. Еще пока у нас не определены принципы, как мы планируем вообще то есть распоряжаться вот вы хотите сказать, что если бы была программа развития, то, наверное, бы эти деньги были бы использованы более широко. Я хочу сказать, нет, эффективно, безусловно. И второе, если бы были бы определены принципы стратегического планирования, мы имели бы возможность охватить приоритетные отрасли и получить более значимый эффект уже сегодня с точки зрения программ развития, да, а не только программ, которые направлены на... С точки зрения программ развития вы говорите приоритетные области. А что представляют собой вот эти приоритетные области, на ваш взгляд? Так, вот когда мы говорим о стратегическом планировании, значит, вот как мне кажется, в чем была проблема до того, да, до прихода нынешней власти, вот, которая активно критиковала прежнюю власть. Проблема заключалась в том, что, мне кажется, основной метод планирования был объектный, в лучшем случае отраслевой. Да. Но отраслевого тоже, мне кажется, как такового не было. У нас в рамках тех ресурсов, которые у нас были немножечко свои ресурсы, и у нас были российская помощь, да, ресурс российской помощи. Вот мы выбрали какие-то разные отдельные объекты, отдельные проекты, и эти объекты и проекты, мало того, что они не были взаимосвязаны, никакой логической единой цепью, вот логически они не были взаимосвязаны, они, фактически поддержав один проект, мы бросали этот один проект в такое конкурентное сильное поле, где этот объект или проект должен был выживать сам. Но есть противоположный метод планирования, когда есть возможность использовать возможности другого метода планирования, это кластерный подход называется, такой метод планирования, усиливая взаимосвязь проектов, усиливая их взаимную поддержку этих проектов и в конечном итоге усиливая результативный эффект взаимоусиления. При взаимоконкуренции. Да, при том, что конкуренция сохраняется. То есть необходимы были бы, наверное, вот в такой программе общего такого стратегического развития и необходимы были, наверное, разработки программ по отраслям, я так понимаю? Нет, да? Вы меня не поняли. Можно я сейчас договорю вот эту свою мысль, и, может быть, Беслан тоже продолжит эту мысль. Вот мы предложили, сейчас на данном этапе президенту предложили свой взгляд на вообще процесс стратегического планирования, и вот уже несколько, так сказать, специалистов уже ознакомились с этой работой, и планируем обсуждать этот подход также с Министерством экономики. Оно у нас, по-моему, сегодня одно из самых креативных, приятно это отметить. Вот. И что означает вообще кластерный подход и кластерная политика? Я хочу сказать, что это то, чем занимается, что используют развитые экономики практически всего мира уже очень давно. 50% вообще вот экономики, например, США, оно занято вот этими кластерными инициативами. То же самое в Евросоюзе. В России только вот с 2012-го уже была разработана программа, и сейчас запущено 25 кластеров. И если очень коротко, значит, кластер, вот классическое понимание этого слова, этого термина, это когда в основу планирования кладется географический или территориальный принцип. То есть это совокупность предприятий, фирм,
организаций, они могут быть однородными, а могут быть и неоднородными, вот, которые объединяются территориально по принципу географической близости, и они начинают работать во взаимоувязке. У них могут быть разные направления деятельности, то есть это может быть туристический объект, связанный, допустим, с финансовым каким-то учреждением или связанный с сельхозпроизводителем. Они все работают на общую цель, как бы вот на создание определенных продуктов, каждый в своей сфере. Туристического продукта, финансового продукта, сельхозпродукта. Но когда у них есть общая цель поддержать друг друга и помочь друг другу, тогда и результат получается совершенно другой, синергический результат. То есть эти результаты каждого конкретного объекта, они поддерживают друг друга. И вот суть кластера заключается в том, что если мы используем территориальный принцип, то мы усиливаем конкурентоспособность каждого отдельного элемента кластера, мы усиливаем его возможности для того, чтобы продвигать свой продукт дальше, даже на внешний рынок. Потому что, когда мы говорим о туризме, это подразумевает конкуренцию на внешнем рынке, ведь туристический рынок подразумевает конкуренцию за туристов. И поэтому конечный результат синергический, взаимоусиление. Я с кластерами Всё. разобрался уже. Не совсем. Сейчас, может, Кластерами Беслан разобрался, да, дополнит. Беслан, наверное, дополнит, но я бы хотел, чтобы вы Я более постараюсь таким, да, более как бы таким популярным простым языком да. объяснить, что Да. собой представляет программа стратегического развития уже как бы вот Уважаемый по Валера, конкретным вот областям. вопрос ты задал, какие ориентиры должны быть. Да. Ну, в моем понимании, ориентиры развития государства, в принципе, должен задавать глава государства. Ну, какие могут быть ориентиры? Ну, если мы говорим вообще о развитии, стратегическом развитии государства, она не только экономическое предполагает развитие. Ну, это, Там, во-первых, да, конечно же, первое, это вопросы обеспечение безопасности. Безопасность, вот Лейла сказала. Это Я образование. добавлю образование, Это вопросы медицина. материнства и детства, правильно, да, и так далее, и так далее, и так далее. И вот все они должны, естественно, быть в увязке, в системе, в одной, потому что невозможно выдернуть какую-то отдельную отрасль, ее развивать. Там хочешь ты, не хочешь, в любом случае другие проблемы подвержутся, поэтому должно это быть системным все. В этом смысле, если в смысле вот как бы экономического развития, я вот Ли Куан Ю ты вспомнил, я буквально перед приходом сюда читал его интервью, последнее интервью вот, какому-то российскому представителю СМИ, и те как бы тоже задавали вопрос, можно ли применить вот ваши методы у нас в России. Вот. И ответы были достаточно интересными. Он такой, Маргарет Тэтчер очень четко о нем там написала. То есть это совершенно разные, мы, говорит, совершенно разные страны. Вы как бы страна богатейшая ресурсами, а у нас их вообще нет. Мы, говорит, воспользовались тем, что у нас географическое положение таким образом как бы находимся в таком месте, что мы, используя это, сумели расставить таким образом, что мы начали зарабатывать и вышли совершенно на другие рубежи. В этом смысле у нас в определенной степени схожесть тоже присутствует. И наше географическое положение, я считаю, достаточно выгодное. Кроме того, ну, если сейчас вот не хочется совсем в детали влезать, ну, попытаться, вы знаете, производить, скажем, ну, вот, скажем, вот у нас говорят, надо развивать промышленность. Да, естественно, надо развивать промышленность. Но не надо забывать о том, что давным-давно разделение международного труда уже сформировалось. И в этом смысле нам попытаться конкурировать с тем, что уже производится, будет очень сложно. И нам надо попытаться имеющиеся наши преимущества попытаться выбрать из этого и, опираясь на них, выстроить, я не знаю, определить какие-то вот как раз такие приоритеты отраслей, которые могут послужить локомотивом для как бы продвижения нашей. Да. Ну, на мой взгляд, я вижу здесь вот Лейла еще один как бы, я ее труд прочитал, очень интересный, кстати, труд про финансово-туристический кластер. Вот я, например, предполагал, что вот то, на что мы можем опереться, это
как бы туристический, курортно-туристический момент. Потом, значит, учитывая наше месторасположение географическое, на самом деле здесь пересечение всех путей, и энергетических, экономических, и политических в том числе. Мы, если это умело используем сегодня, то я думаю, что мы можем достаточно неплохо зарабатывать и то есть использовать наше местоположение как транспортно-логистический узел. И третье у нас как бы сегодня, пока во всяком случае это так, у нас энергетика, я считаю, это отрасль, которая может сегодня и эффективно, прибыльно работать. То есть это наши как бы собственные ресурсы, если мы говорим, но, к сожалению, имеющиеся наши резервы, скажем, финансовые резервы или же людские резервы, они у нас ограничены, если откровенно говорить. И в этом смысле, если мы собираемся программу развития государства разрабатывать, скажем, к 2030 году, так условно я дату назову, если мы будем планировать, что наше население будет не 200 тысяч, а 300, скажем, цель поставим, к 50 году, скажем, должно быть уже 500-600 тысяч, тогда надо очень серьезно как бы эту изучить, что для этого надо, посчитать, сколько надо средств на это дело вложить и потом думать, где их зарабатывать. Когда мы говорим о программе стратегического развития, там, естественно, она состоит из каких-то частей очень важных, правильно? Там все учитывается. Да. Там учитывается то, каким образом мы должны обеспечивать себе безопасность, каким образом мы должны обеспечивать то, чтобы шел рост образования, как должна в этом смысле развиваться медицина. То есть мы должны дать ясную картину не только специалистам. Да, все. Для нас первое и самое важное было это безопасность. Потом, наверное, все-таки здоровье, медицина. Не менее важно сохранение языка нашего. Но я вам скажу, что не менее важно еще и борьба с коррупцией и преступностью, потому что тот же Ли Куан Ю и многие вообще специалисты по программам развития, они как раз говорят о том, что в случае, если борьба с коррупцией ведется неэффективно, тут ее уничтожить вообще невозможно, наверное, хотя Ли Куан Ю там как-то справился, да, то... Репрессиями. Да, репрессиями. Эти методы, я не думаю, что нам подойдут. У нас, конечно, это не подойдет никак. У нас там вообще население, Валера, 4,5 миллиона, а у нас сейчас 250-200 тысяч. Тогда было 4, пускай. Да, но дело заключается в том, что... Жизнь человека, она и так как бы мысль моя заключается в этом смысле, она многократно как бы у нас увеличивается. Мысль моя заключается в следующем. Сколько бы ни говорили мы о своих каких-то благих намерениях улучшить общество, и чтобы какой-то уровень благосостояния повышался, этот уровень благосостояния не будет повышаться, какие бы программы ни писали, если будет существовать преступность и коррупция в таких больших объемах, как я, например, сейчас представляю себе, может, я ошибаюсь. Как вы считаете, это тоже должно входить в программу стратегического развития? Если это должно входить, то, например, я думаю, что Центр стратегических исследований вряд ли сможет как-то представить в этом направлении действительно эффективную программу. Почему так? Вопрос непростой. Вопрос непростой. Сейчас по пути... экономисты могут по экономике представить, медики по медицине. Тут Валера, на мой взгляд, вы знаете как. Вообще программа любая может выжить, если будет преступность и коррупция? Не. Это что тогда вы предполагаете? Сегодня, каким образом надо вы понимаете, когда чиновник получает заработную плату в 6-7 тысяч, но при этом у чиновника есть возможности доступа и к ресурсам, и к возможности принятия решений, в результате которых можно получать большие прибыли, вполне естественно, что этот соблазн в разы многократно увеличивается. И в этом смысле тот же Сингапур пошел по какому пути? Они ежегодно отслеживали заработную плату, среднюю заработную плату, так скажем, ведущих топ-менеджеров мировых,
Вот. И в зависимости от категории того или иного чиновника они устанавливали членам правительства. Устанавливали оклады в размере 80-85% от заработной платы вот этих топ-менеджеров. И этим самым они, как бы, с одной стороны, стимулировали их работать качественно. Ну, естественно, за результаты труда с них спрашивали уже, наверное, по-другому. Но у них и другой механизм присутствовал. Вот это смотрите, несмотря кнута. на то, что... Они да. если попадался, расстреливали просто. Леон, вы скажите мне, пожалуйста, несмотря на то, что такая огромная по сравнению с нами, этот город-страна вообще Сингапур, да, у них там 4 миллиона было жителей, сейчас вот увеличилось, они привлекали к себе специалистов, они не боялись того, что будут привлечены специалисты, вот, и они смогут действительно представить какие-то программы и продвинуть вперед вот дело продвижения там своих реформ. А у нас количество здесь людей меньше, но есть какая-то вот такое негативное отношение к тому, кто может быть привлечен со стороны для того, чтобы продвигать и наши реформы, в том числе и вот программы развития. Может быть, нам нужно тоже вот использовать этот опыт и как-то обращаться к тем людям, кто уже работал над такого подобного рода программами. Или мы можем справиться, на ваш взгляд, своими силами? Ну, я, знаете, что бы хотел сказать? В первую очередь, любая программа социально-экономического развития – это своего рода дерево целей, да? То есть у нас есть ствол в виде программы социально-экономического развития, где у нас долгосрочные ориентиры экономического и социального развития, да, определены. И в зависимости от этого мы уже выстраиваем программы развития по отраслям, по промышленности, по сельскому хозяйству, по туризму и так далее. То есть все находится в определенном соответствии друг с другом. И основные задачи, которые ставятся в рамках любой программы, да, задачи экономической политики, это в первую очередь устранение безработицы, это политика экономического роста, это антиинфляционная политика, это справедливое распределение доходов, да, по возможности, это экологическая безопасность. Вот исходя из этих задач, соответственно, подтягивается ко всему этому необходимые человеческие ресурсы. На сегодняшний день, вообще, в принципе, во всех развитых странах мира основные инвестиции, они осуществляются в инновационные, да, технологии прорывные, либо человеческий фактор. То есть это образование, здравоохранение, культура, спорт и так далее. И сегодня основным фактором, движущим на сегодняшний, на мой взгляд, который может нам помочь, это действительно высококвалифицированные кадры. И мне кажется, что, во-первых, в первую очередь таких достаточно в нашей республике, ну, и внутри нее, и за ее пределами, я имею в виду из числа абхазских граждан. Просто задача государства, да, вот задача наша общая в том числе, состоит в том, чтобы этих людей сюда привлечь, чтобы создать им действительно, я не имею в виду там материальные какие-то, да, комфортные условия работы, но просто дать им возможность работать. В тех случаях, где мы не справляемся своими силами, нет ничего постыдного абсолютно в том, чтобы научиться чему-либо полезному, новому у кого-либо еще. И в этом смысле мы стараемся выйти на связь с достаточно известными зарубежными экономистами. Ну, я по определенным причинам, по определенным соображениям не буду озвучивать, с кем именно, но определенные консультации у нас есть возможность получить. Опять-таки, такие консультации, они, как правило, не бесплатные, но ввиду определенных наработок, ввиду доброй воли наших партнеров, есть некоторые консультации, которые мы можем получить совершенно бесплатно и которые действительно нам могут помочь в нашей работе. Я не вижу в этом ничего ни постыдного, ничего не унижающего нас, да. То есть в любом случае строить государство нужно нам самим, но получить квалифицированную помощь извне, какую-то методологию, новые технологии, услышать что-то новое, это всегда нужно, это всегда полезно, и человек должен всегда развиваться и стараться узнать что-то новое для себя. Поэтому зарубежных специалистов, я считаю, в обязательном порядке нужно привлекать, но это не означает, что нужно переложить на них бремя тех реформ, которые стоят перед нашим государством. Пожалуйста.
Ну вот, конечно, абсолютно согласна с тем, что образование – это очень важный такой стратегический ресурс государства и общества. И мне кажется, если вот сейчас будет готовиться такая специализированная программа по образованию, а вот мы должны понять отправную точку, да, вот точку роста, от чего мы должны отталкиваться, чтобы добиться каких-то очень важных результатов. Ведь одно дело написать методики, которые нам нужны, особенно, кстати, там по абхазскому языку и по многим другим предметам. Все это можно сделать довольно быстро. Но мне кажется, очень важно поработать с мотивацией нашей молодежи, с ценностью вообще образования для нашей молодежи. Вот в этом плане у нас есть проблема. И мы должны все-таки откровенно сказать, что, вы знаете, если ребенок, который хорошо учится в школе, или студент, который хорошо закончил институт, не имеет в качестве стимула гарантии, что он обязательно найдет хорошую работу, или что абитуриент, хорошо сдав экзамен, обязательно поступит, если он не имеет вот такой гарантии, это снижает мотивацию учиться, потому что он видит, что ребенок, который или студент, который вообще не учился, ну, чего греха таить, имеет там папу, маму, еще какие-то, может быть, факторы влияния, он может получить и престижную работу, и поступить куда-то. Поэтому, мне кажется, основной упор нужно сделать на формирование ценности образования, особенно у молодежи, и мотивации получать именно образование, а не просто закончить там для галочки вуз или школу. Ну, многие вот государства создают вот такие поощрительные инструменты. Вот мне кажется, что обязательно... И договора у них есть предварительные уже. Мне кажется, главный поощрительный инструмент – это, во-первых, справедливое оценивание. Хочу вам сказать, с этим у нас проблемы. Вот сама в данном случае я и как прямой участник, ну вот как-то в этом году... Это нужно прописать в программе стратегического Нет, развития. я хочу сказать, что вот я сама просто с этим столкнулась, не просто как со стороны наблюдателя, но я вот увидела, что на самом деле не придается такого важного значения тому, чтобы формировать мотивацию у детей, в том числе через справедливое оценивание детей. И у Министерства образования есть, конечно, очень большой фронт работы для того, чтобы, во-первых, ну, во всяком случае, не допускать того, чтобы, например, наши дети сталкивались с проблемой того, что, не зная программу наших общеобразовательных школ, им, например, вот дали недавно на экзаменах тему, которую вообще не проходят в наших школах. Вообще нет в наших программах, но ее нет для программ для поступающих. Дали им определенный ориентир детям на экзамене. Дети написали через Конституцию и права человека, кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то очень хорошо написал. В результате вот мы увидели, что оценивание было не вполне объективно. Это удар по ценности. Но что мне понравилось и что, мне кажется, является очень важным стимулом, вот эта вот инициатива, она была, по-моему, инициативой вице-президента и межведомственной комиссии, то, что все работы выставили в интернет, вот на недавних экзаменах, которые проходили, вы знаете, это была действительно революция, вообще вот в сознании самих детей прежде всего. Во-первых, хотя они все были зашифрованы, но тем не менее, дети увидели реально вот в сравнительном ключе, как отличаются их работы друг от друга. Да, некоторые дети были расстроены несправедливыми оценками, но я надеюсь, что это в будущем будет предотвращено. Но вот этот, кстати, подход, мне кажется, его надо развивать. Это хороший инструмент прозрачности и вывода образования из теневой такой сферы. Это очень важно. Валер, на самом деле... То, что говорил Леон, я, если можно, тоже чуть-чуть, штрих один просто дополню. Безусловно, он уже этот посыл озвучил, что мы не стесняемся, и в этом ничего зазорного нет, на самом деле, если мы как бы какие-то консультации проводим, прибегаем к услугам людей, как бы уже имеющих опыт. Но я думаю, что было бы еще ко всему этому целесообразным. Вот я для примера хочу привести, вот общественная организация НЭРа, она обратилась как бы с просьбой о создании там зоны специальной экономической для привлечения туда не просто инвесторов, а привлечения туда менеджеров, которые уже имеют опыт
в этом вопросе, и они как бы занимались созданием деятельности ТСС, пригласить их сюда для работы. Не для консультации, а для их участия в работе здесь непосредственно. И посредством этого как бы вот только их имя может привлечь сюда в определенной степени инвесторов не только как бы с Российской Федерации, а вообще со всего мира могут они подтянуть. И в этом смысле я думаю, что такие, если возможности появляются у государства, я думаю, их надо тоже использовать. Кстати, вот мы, мне кажется, не совсем правильно сказали, что у нас совсем вот не было программ развития. Все-таки мы должны сказать, что вот у нас были, да, презентаций было много и предложений. И, кстати, вот была также презентация программы развития премьер-министра Миквабия Артура Артемовича, где он совершенно, мне кажется, правильно определил локомотив и в качестве локомотива туризм. И президент Хаджимба тоже дал вот такой ориентир, в общем-то, что локомотивом для нашего развития на данном этапе, то есть с учетом всех наших преимуществ, всех наших вот как бы дефицитных каких-то моментов, что на сегодня, на данном этапе локомотивом должен быть туризм. И здесь, мне кажется, вот, не знаю, может быть, Леон тоже скажет свое видение. Вот сейчас на данном этапе, мне кажется, мы вплотную сталкиваемся с проблемой того, чтобы определить вообще концепцию туристического бренда Абхазии. Концепцию бренда Абхазии как страны определять нам тоже надо, и это делается комплексно на основных направлениях, включающих и нашу международную политику, международное позиционирование, и человеческий капитал, и культура, и, собственно, туризм. И вот если бы у нас была бы возможность еще провести дискуссии по поводу определения концепции бренда туристического Абхазии, то, мне кажется, вот, на мой взгляд, это должен быть бренд, который конкурентоспособен, который эксклюзивный и уникальный по сравнению с региональными брендами, которые уже сложились, существуют, скажем, вот в России, в Турции. И хочу обратить внимание, вот сейчас буквально на днях появилась информация, что американские советники создают совещательный совет в Грузии по развитию туризма. И из чего можно очень быстро сделать вывод о том, что наряду со всеми другими направлениями Грузия будет осваивать и туристическую нишу. И учитывая то, что она очень неплохо освоила транзитную нишу, финансовую нишу вот именно финансового такого перекрестка в регионе, на которую вполне могли бы претендовать мы. Да, вот. И мы должны обязательно концепцию бренда. Вот на мой взгляд, все-таки в основе концепции туристического бренда Абхазии и бренда страны вообще как таковой должна лежать не столько идея того, что у нас хороший сервис, хороший там гостеприимный народ. Это априори как бы уже все не обсуждается. Это априорная базовая необходимость. Гостеприимство, сервис. А наша уникальность в нашей культуре национальная, вообще в особом абхазском мире, Апсуара, который известен везде под названием Абаза. Понятно. Вот если мы будем развивать именно вот То, этот что касается бренд, бренда, да, я думаю, Лейла, это вот эти вот отдельно. проекты, предложенные этнографических комплексов, я бы их, например, рассматривала как ядро кластеров. Например, финансово-туристического кластера. И эффект был совершенно другой. Это был бы эффект и на сельское хозяйство синергический. То есть сельское хозяйство получило бы очень серьезные плюсы. Банковская сфера получила бы очень серьезные плюсы вот в таком взаимодействии с туристическим сегментом. Потому что банковская сфера получила возможность бы получать финансовые потоки, которые идут от развития туризма, который у нас лучше других развит. И, кроме того, клиентскую базу расширила бы кредитный портфель, ну и так далее. То есть это тема для специального обсуждения. Вот, мне кажется, нам стоит все-таки более детально обсуждать вот такого рода проекты, чтобы получать на выходе эффективные, рентабельные и действительно стратегические программы. Все то, что вы говорите, правильно. Я думаю, что это как раз касается вот тех отраслей, которые непосредственно занимаются, скажем, туризмом. Вот ваш посыл, и они, надеюсь, я услышали, учтут его и действительно поработают над тем, чтобы сделать бренд
наш, вот как вы сказали, и впечатляющим, и запоминающийся, да, и главное, чтобы он был, хотя эффективный, может быть, не совсем то подходящее слово, но чтобы он производил нужное впечатление. Если бренд это уже предполагает. Предполагает, да, знаете, бренд это все-таки не такая легкая Валерий, сфера, чтобы прямо... сделать. Но я хочу сказать, что у нас тут все-таки мы вернемся к программам стратегического развития. А все-таки вот у нас осталось буквально 5 минут. Я бы хотел от вас услышать перед тем, как мы поговорим о рекомендациях ваших, о том, как развивать вообще вот это вот стремление к тому, чтобы все-таки программа стратегического развития, программа социального, политического характера, там все включено, да, чтобы она как можно быстрее была создана, потому что это, я насколько понял, необходимость. Без нее вот у нас, например, у простых зрителей нету такого определенного понятия, к чему мы идем. Мы даже как-то не совсем хорошо понимаем правила того, как и что должно строиться, что должно быть в приоритете, да, что можно как-то потом во вторую очередь поставить. Поэтому я хотел бы у вас просто спросить, вот очень коротко, скажите мне, пожалуйста, как вы считаете, вот как вы вообще сейчас обходитесь вот без того, что нету и самой такой программы стратегического развития, и даже, насколько я понял, и не представлены такие программы и по отраслям тоже. То есть это все сейчас... Я, знаете, как в таких случаях всегда говорю, отсутствие программы, оно, безусловно, сильно осложняет вообще деятельность, да, и прогнозирование, долгосрочное планирование, но это абсолютно не является оправданием для того, чтобы сидеть и ждать, вот когда мы сделаем программу, вот тогда мы и начнем работать. Да, это в корне неверный подход. Мы с момента начала работы вообще, да, в министерстве, сразу были определены такие узкие кричащие места, скажем так, такие азбучные истины, которые они должны быть при любом раскладе, какая бы у нас программа ни была. И мы решили вести работу параллельно, то есть разрабатывается программа, параллельно мы в любом случае восполняем те пробелы большие, которые у нас есть. В первую очередь мы создаем ту необходимую нормативную правовую базу, которая нужна для того, чтобы любая отрасль могла полноценно, динамично развиваться. То есть, иначе мы придем к тому, что вот мы напишем через какое-то время программу, потом мы придем к тому, что нам надо будет под это дело писать нормативно-правовую базу, и в итоге вот мы будем раскачиваться еще года 4, а то и лет 5. Поэтому на сегодняшний день Министерством экономики проводится, во-первых, достаточно серьезная работа по разработке законодательной базы, которая в первую очередь создавала бы привлекательную инвестиционную и предпринимательскую среду в республике. Во-вторых, мы стараемся максимально налаживать внешнеэкономические контакты, потому что какая бы у нас ни была программа развития, она в любом случае ввиду небольших размеров нашей экономики нам нужна внешнеэкономическая деятельность. И третье, безусловно, это создание тех условий, да, прозрачной работы, которые бы исключали возможности для коррупционных каких-то схем, которые также будут препятствовать нашему поступательному развитию вперед. Вы знаете, мне бы хотелось, конечно, тут совсем времени у нас мало осталось, мне бы хотелось, чтобы вы назвали какие-то положительные примеры все-таки того, как у нас строится и как планируется, и каким образом планируется программа. Это уже не рекомендации. Это уже не рекомендации, да. Как планируется? Какой-то пример вот вообще есть того, что у нас делается вот в этом направлении? Центр стратегических исследований занимается сегодня разработкой такой стратегии достаточно основательно, серьезно. И это уже положительно, на мой взгляд. И если будут при этом, они... Помимо всего давайте прочего... я переформулирую вопрос. Есть ли по отраслям где-то такое вот планирование, где точно и ясно представлена программа развития? Можно? Дело в том, что по отраслям мы на сегодняшний день не можем представить какую-либо программу, потому что программа отраслевая, она, как я до этого говорил, она находится во взаимоувязке с программой общесоциально-экономического развития. То есть одно вытекает из другого. Поэтому то, что мы можем делать на сегодняшний день, это, условно так, находиться в режиме латания каких-то наиболее таких зияющих дыр. К сожалению, к большому, сейчас мы этим и занимаемся. Да? То есть так вот, если коротко.
Можно? Коротко очень. Да, постараюсь. Очень. А по поводу того, что вот предложения программ, мы уже их называли, некоторые программы. Кстати, хочу сказать, мы тоже в парламенте предлагали внешнеполитическую как бы концепцию с какими-то определенными подходами, которая предполагалась, что вот эти новые подходы должны изменить международное позиционирование Абхазии. Вот моя рекомендация на сегодня, например, это в первую очередь, я считаю, что вот сейчас первостепенная задача изменить международное позиционирование Абхазии. Мы должны перестать восприниматься в мире как страна, которая сама по себе ничего не представляет, но при этом является объектом спора между Грузией и Россией. А вот, к сожалению, нашему стратегическому противнику удается создавать такой имидж. И мы видим, как вот это вот невыгодное абсолютно для нас позиционирование мешает экономическому развитию. То есть я рекомендую увидеть вот эту связь между внешней политикой, между региональной политикой в регионе, вот, и экономическим развитием. Потому что если мы будем продолжать говорить о том, что у нас неурегулированный конфликт с Грузией, или что мы в состоянии войны с Грузией, как вот недавно я прочла, извините меня, инвестор не приедет в такую страну, которая в состоянии войны или Кстати в неурегулированном конфликте. То есть это взаимосвязанные вещи, и наши власти должны понимать, что наряду с социально-экономической концепцией должна быть разработана адекватная и синергичная, усиливающая экономические возможности государства концепция международного развития Абхазии. И там у нас вот есть тоже целый ряд предложений, просто в программе всего не скажешь. А хочу сказать, что мы теряем время, потому что те позиции, на которые может претендовать в регионе Абхазия, это и транзитно-логистический узел, или хаб, как сейчас говорят, это финансовый перекресток, деловой центр региональный, который я бы назвала Абаза, например, почему нет, который мог бы вырасти, кстати, с помощью кластерной политики. Вот. Эти позиции очень быстро занимает не кто-то, а Грузия. Она наш главный конкурент в регионе. Вы знаете, что вот, понятное дело, конечно, рекомендации вообще-то властям, они могут быть и в разных направлениях. Теперь уже, я смотрю, совсем мало времени, мы как-то обо всех рекомендациях тоже не поговорим, потому что у нас от каждой рекомендации потом идет ответвление. Поэтому там нужно как-то все... Мы говорили, Да, я знаете, что хотел сказать все-таки, Беслан, вот вам короткий вопрос, очень коротко ответить. А кто будет оценивать вообще саму программу или структуру, которая будет предложена вот по стратегическому развитию? Кто это как оценивает? Вот мы, например, не знаем, не специалисты, мы просто ждем, когда вот каким-то образом будет пояснен план, где мы будем знать, что вот такое-то направление, вот в таком-то русле идет, и вот такая-то есть эффективность от этого. Валера, вообще как? Самый лучший как бы, способ оценить это обычно народ оценивает. И если бы у нас была бы нормально развитая партийная система, при которой они будут предлагать программы, вот они оценили бы, проголосовав за ту или иную программу и партию. Кстати говоря, сложно мне сказать сейчас, как оценить, она хорошая или плохая. Во-первых, ее пока нет. И ну да, у меня, вот пока нет. У меня свое субъективное, может быть, мнение, может, оно не совсем верное. Вы знаете, как раз хотел прийти к тому, что вы понимаете, вот, например, тот же Ли Куан Ю, он говорил, что моя обязанность состояла в том, он все-таки создавал вот эту вот программу развития, в том, чтобы дать людям надежду, а не деморализовать их. Потому что, знаете, вот в том потоке всякого рода, ну, я сейчас, может быть, не совсем нашу ситуацию имею в виду, в общем так говорю, вот в том потоке разного рода программ, да, есть и те программы, которые, они несколько отдалены от реальности, и, возможно, даже и неосуществимы. И там нужна какая-то, ну, во-первых, наверное, такая экспертная оценка, да, вот, это правильно. во-первых. А во-вторых, конечно же,
все строится на эффективности той или иной программы. Потому что в первую очередь мы должны увидеть, я сейчас почему говорю про программу стратегического развития. Для нас, для простых граждан, вот это очень важно. Какой эффект? И этот эффект мы хотим увидеть уже сейчас. Когда мы ждем программу. Результаты прогнозировать. Вы подвели нас сейчас, вот, я думаю, завершающая такая рекомендация. Как раз вы и подвели, я хотела об этом сказать. И очень рада, что мы пришли как бы к одному. Я вообще считаю, что в государстве, вот этот опыт многих государств, где существуют различные экспертные площадки, и существуют при правительстве, при президенте разного рода совещательные органы, где собираются эксперты и определяют в конечном итоге не путем там механического голосования, а путем дискуссии приоритетные направления. Вот что нам надо в первую очередь сейчас делать. И когда я говорила вот сейчас о том, что если мы будем говорить, что мы в состоянии войны, к нам не придут инвестиции, прежде всего я рекомендую закрепить наш статус победителя в войне, принять закон о поражении Грузии, о котором я говорила, и показать всему миру, что точка поставлена, мы абсолютно стабильная, абсолютно безопасная страна, наша безопасность гарантирована. И поэтому, как только мы изменим вот это наше международное положение, инвесторы к нам по-другому будут относиться. А сегодня, к сожалению, идет ухудшение ситуации. Уж на что старается торгово-промышленная палата, весь мир объездила, везде проводит эту торговую дипломатию. Но вы сами видите, что ситуация... Нас загоняют в угол, значит, неэффективная стратегия. Недавно из Германии попытались их как-то там или выдворить, или лишить их атрибутов, но на все это смотрят потенциальные инвесторы. Трудно с вами не согласиться. Да, захотят ли эти инвесторы ехать прямо к нам сюда, в Абхазию, если нас отовсюду по требованию Грузии изгоняют? Извините меня, это очень плохо влияет на нашу репутацию, я уже не говорю о бренде страны как таковой. Поэтому мы должны во взаимоувязке сейчас прежде всего выработать внешнеполитическую концепцию, адекватную всем нашим потребностям. И в первую очередь потребностям инвестиций, потребностям внутреннего развития. Я считаю, что кластеры, они позволяют внутри кластера проводить еще и публичную дипломатию. Вот. Понятно. Вы знаете, что вот придется мне завершать. Я вижу, что мы не сможем уложиться в наши временные рамки, потому что тема действительно очень большая, объемная. Но все-таки я бы хотел сказать, что и нашим телезрителям, что пока программа, собственно говоря, как-то формируется, мы бы хотели видеть, чтобы была действительно какая-то ясная, вот то, о чем я говорил с самого начала, точнее цитировал Маргарет Тэтчер, когда она говорила о том, что вот этот Ли Куан Ю, он умел развеять пропагандистский туман, то есть вот то, что иногда просто носит пропагандистский характер, у нас тоже это есть, там и разного рода предложения, и с уникальной ясностью высказать свои взгляды на основные проблемы современности и пути их решения. Вот мне все время хотелось бы, чтобы я услышал, знаете, вот такую чтобы вот... мы, как Ли Куан Ю, сказали пути решения всех проблем. Да, вот ясность нужна в том, для нас должно быть понятно, какие правила, как мы движемся и куда. Таким образом, наверное, может быть, сама программа стратегического развития — это такой специальный все-таки документ, и я уверен, что большинство как бы не будет весь документ читать или все это исследование. Мы будем читать я думаю, многие. Но изложение популярное, конечно, вот будет ясно. Оно, знаете, носит буквально характер 2-3 точек. На самом деле, нашим телезрителям хочу сказать, что в конечном итоге, какая бы программа ни была, что бы ни происходило, все зависит от самого человека. Я убежден, говорил, вот, кстати говоря, и закончу цитатой тоже Ли Куан Ю, что наши люди ни в коем случае не должны в себе развивать привычку надеяться на чью-то помощь. Конечно же, это тоже не панацея программа социального и стратегического развития в том числе. Значит, на чью-то помощь. Если мы хотели преуспевать, мы должны надеяться только на самих себя.
чего я вам всем и желаю. Напомню вам, что сегодня у нас в гостях была Лейла Таня, генеральный директор Абхазского агентства Черноморско-Кавказского развития, Леон Кварча, исполняющий обязанности замминистра экономики, Беслан Цвинария, депутат парламента Республики Абхазия. Огромное вам спасибо. Я думаю, что это вот начальный разговор, а в дальнейшем он продолжится, и мы будем точно, и еще раз повторю, с ясностью представлять уже пути нашего развития, куда мы идем, каким образом, что нас ожидает, и главное, увидим эффективность работы в этом направлении нашего правительства, всех заинтересованных лиц. Большое вам спасибо, с телезрителями прощаемся, всего доброго, будьте здоровы.